Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии 24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Мечта в реальность. Ипотека для молодых семей Дальнего Востока под 2%. Когда механизм планируют запустить? Соглашение, планы, перспективы. Подводим общие итоги Восточного экономического форума и результаты участия в крупном форуме делегации Якутии. Зима близко. Как обстоят дела в Якутске с подключением социальных объектов к теплу? Снизить риски травматизма на производстве. В Алроса продолжаются испытания средств индивидуальной защиты. Сюжет из Мирного. Ожившие легенды Олонхо в Музее России «Моя история». В столице проходит выставка картин якутского художника Тимофея Степанова в новом формате. Медицина, образование, авиабилеты и материнский капитал – эти темы стали ключевыми в беседе Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока. Встреча прошла во Владивостоке в последний день Восточного экономического форума. В ходе обсуждения президент пообещал рассмотреть возможность субсидирования проезда детей-инвалидов с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России авиационным транспортом. Президент сказал, что поставит этот вопрос перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином. Кроме того, Путин согласился обсудить вопрос о расширении использования мат-капитала для семей, живущих в сельской местности, а именно на подключение к центральному газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Новая авиакомпания появится на Дальнем Востоке для повышения транспортной доступности. Об этом сказал полпред Юрий Трутнев. Речь идет о создании дальневосточной авиакомпании, которая могла бы осуществлять регулярное пассажирское сообщение между территориями, которые расположены на Дальнем Востоке, заявил полпред Трутнев. Он также отметил, что самолеты данной авиакомпании будут сделаны на Дальнем Востоке. Такая возможность есть. На базе Улан-Удэнского авиазавода идет разработка нового межрегионального самолета, сообщил полпред. Трутнев также добавил, что самолет уже был представлен президенту России. У нас есть в планах создания дальневосточной авиакомпании, которая бы могла осуществлять регулярное пассажирское сообщение между территориями, расположенными на Дальнем Востоке. Но вот здесь есть, скажем так, одно важное обстоятельство. Мы бы хотели, чтобы это делалось нашими самолетами, произведенными в Дальневосточном федеральном округе. У нас такая возможность есть. На базе Улан-Удэнского авиационного завода идет разработка нового межрегионального самолета. Его прототип только что был продемонстрирован президенту Российской Федерации. Работу над этим самолетом вместе с Министерством промышленности будем продолжать. И постараемся, чтобы у нас появился и новый самолет, и авиакомпания, и повысилась транспортная доступность. Общие итоги Восточного экономического форума и, главное, результаты участия в крупном форуме делегации Якутии подведет подробно наш корреспондент Иван Лазаренко. Он находится на месте событий. Вот и закончился третий, последний рабочий день 5-го юбилейного Восточного экономического форума. Глава региона Айсен Николаев и члены правительства традиционно провели его очень эффективно и плодотворно, проведя ряд важных встреч и подписав ряд очень важных для республики документов в реализации различных проектов. Подписано достаточно большое количество соглашений у нас с иностранными компаниями. И как у нас вот сейчас и в прошлом году было, и в этом году большинство из них у нас составляют договора с японскими компаниями. Это отдельно здесь и выделяет, как то, что Якутия сегодня является одним из лидеров отношений развития таких взаимовыгодных экономических отношений, связей с Японией. Недаром вот Синдзиро Абе уже традиционно, можно сказать, в своей презентации на Восточном экономическом форуме опять пример Якутии, как пример удачного сотрудничества с регионом Российской Федерации привел. И в этот раз речь шла о ветродизельной установке в Тиксе. В прошлом году были поставлены уже 3 ветряка японских компаний. Они зиму отработали при температурах минус 43, при ветрах до
30 метров в секунду. Сейчас уже поставлены дизельные установки сюда в Россию. Сейчас ведется их подготовка, и после переоснащения в следующем году будет поставка уже на Тексе. И мы надеемся, что к 6-му Восточному экономическому форуму вот ветродизельный комплекс в Тексе у нас полностью заработает уже в режиме эксплуатации. Так, Айсен Николаев принял участие в пленарном заседании 2-го российско-корейского межрегионального форума. И, комментируя это мероприятие, глава Якутии отметил, что кроме наших давних партнеров из Японии, со стороны Южной Кореи наблюдается повышение интереса к сотрудничеству с Республикой Якутия. Также можно отметить очень важное для республики соглашение, подписанное правительством Якутии группой компаний ОПЕКа, в рамках реализации которого по механизму государственно-частного партнерства в столице республики будет построен гериатрический центр. Еще одно соглашение было подписано с Евразийским банком развития и касается продолжения сотрудничества в инвестировании программ развития столичного водоканала и аэропорта. Подводя итоги работы форума в целом, глава республики выразил уверенность, что все соглашения и меморандумы, подписанные в рамках Восточного экономического форума, это не просто формальные документы, а действительно соглашения, которые будут обязательно реализованы в ближайшее время. Иван Лазаренко, Семен Семенов, Владивосток. Одной из самых обсуждаемых тем после форума стала ипотека для молодых семей Дальнего Востока под 2%. Механизм планируют запустить уже в этом году. Подробности этой инициативы разбирала наш корреспондент Саргалана Захарова. Покупка квартиры по ипотеке – серьезный шаг для каждой семьи. Более того, обязательства по кредиту вносят существенные коррективы в семейный бюджет. Потому и каждый процент на счету, когда речь заходит о ставке 2%, беспрецедентная мера поддержки для молодых семей. И теперь она не просто на словах, а вполне реальное ближайшее будущее. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем в среднем по стране, в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет. Поясню почему. Потому что, во-первых, мы должны будем внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящиеся полномочия. Предложение о запуске 2% ипотеки еще 4 сентября на заседании Госсовета озвучил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что эта мера поддержки поможет остановить отток населения из регионов Дальнего Востока. Стоит заметить, что покидают округ именно молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Благодаря именно таким беспрецедентным решениям молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться приехать сюда. Для благополучия людей в каждом населенном пункте округа. Новость тут же вызвала интерес у многих якутян. Более того, первая информация о предстоящем понижении ставок появилась еще летом. Яна Захарова с дочкой и мужем живут на съемной квартире уже 5 лет. Каждый месяц приходится выкладывать за нее почти 30 тысяч рублей. А хотелось бы эти деньги направлять на оплату своего жилья. Теперь, когда появились такие условия, мечты о собственной квартире начали обретать вполне реальные очертания. Услышав о ипотеке 2%, мы очень обрадовались, потому что жилье сейчас очень дорого стоит, и каждый процент, каждая копейка буквально на счету. И если данная программа реализуется, то я думаю, что это послужит мощнейшим стимулом для молодых семей. Закон еще не вступил в силу, а значит, пока есть время, чтобы определиться с выбором идеальной квартиры. Детали проекта еще не прописаны до конца, но уже известны несколько критериев, по которым будут предоставлять льготную ипотеку. Кредит не должен превышать 5 миллионов рублей. Срок кредитования не должен превышать 20 лет. Заниматься будут региональные операторы, в нашем случае Республиканское ипотечное агентство, этим вопросом. В отличие от семейной ипотеки, по которым занимаются все практически крупные банки. При этом, как сообщили в Министерстве, семейная ипотека под льготные 5% также продолжит свое действие. Напомню, ее могут оформить семьи с 2 и более детьми. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск, Владивосток. Переходим к другим темам. Точки роста заработают в 54 учебных заведениях Якутии 23 сентября. Об этом говорили сегодня на встрече с педагогической общественностью, посвященной национальному проекту образования.
Точки роста – это центры гуманитарного, цифрового и, естественно, научного профиля. Они должны изменить стандарты обучения благодаря современным методам и высокотехнологичному оборудованию. На эти цели в текущем году Якутия получит более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Прежде всего, внимание уделят экспорту образования. Был ряд также конкурсных процедур уже и на последующие годы. Вот сейчас мы уже, проведя вот эти конкурсы, мы уже получаем оборудование, оснащение. И сейчас уже начинается работа, собственно, на местах по тому, чтобы это оборудование уже установить и, соответственно, начать его использовать и менять содержание образования. Наши педагоги уже прошли образовательные курсы, проучились. Да. Точка роста, значит, это центры цифрового гуманитарного развития, значит, по направлениям технология, информатика, ОБЖ. И, кроме того, предполагается там, значит, шахматы, дополнительное образование. В Якутске встретили первое судно для рыболовецкого хозяйства «Аллайха». Моторный бот собран на Благовещенском судостроительном заводе имени Октябрьской революции за рекордно короткие сроки, всего за 4 месяца. Регион потратил на него 14 миллионов рублей. Как отметили поставщики, корабль модернизирован специально для арктических условий. Установили кран, гидравлический манипулятор, холодильное помещение, туалет, расширили каюту, в которой капитан и матрос теперь могут находиться круглые сутки. Еще одно преимущество – оснащение судна – новейшая спутниковая связь. «Аллайха», так называется судно, будет курсировать по реке Индигирка и доставлять за раз около 7 тонн рыбы до рефрижератора. Судно отправят через неделю в район и передадут производственному кооперативу. У нас имеется где-то 30 с лишним участков, да, и они все разбросаны по району. Вот, и чтобы доставить рыбу в центр, стянуть, да, у нас были определенные трудности. Не было транспорта соответствующего. Вот сейчас мы сделали специализированное судно как бы для транспортировки рыбы, да, для улучшения качества, вкусовых качеств, чтобы довести могли вот это именно хорошую рыбу вот в Якутск. Тем временем в Якутск прибыли рефрижераторные суда «Магдебург» и «Мальчиков». Они доставили 500 тонн замороженной рыбы из Булунского и Алайховского районов. План вывоза продукции в летнюю Путину составляет 1200-800 тонн. В целом в регионе, по отчетам районов, выловлено 598 тонн рыбы. Отставание от вылова прошлого года составляет более чем в 2 раза. Причины – низкий уровень и слишком теплая вода в реках. Из-за этого речные обитатели вышли на необходимые глубины с отставанием на 2 недели. Объему заготовки мы даем субсидию. Это привязано с заготовкой. Это значит, мы за чир, муксун, омуль даем за 1 килограмм 20 рублей субсидии, а ряпушку, сик это 30 рублей. Ну, в целом-то Путина нынче немножко сложноватая, но тем не менее думаем, что в плане оставшееся время мы должны план выполнить, потому что Путина только практически начала на северных реках. И потому я думаю, что до конца года мы план выполним. Не все социальные объекты Якутска подключены к отоплению, хотя городские власти отчитывались, что во все школы и детские сады тепло подано. Какова ситуация на самом деле, разбиралась Сусанна Рожина. Детский садик «Надежда» в поселке Геологов до сегодняшнего дня не подключен к теплу. Как объяснила нам заведующая, из-за смены руководства МУП «Теплоэнергия» социальное учреждение не имеет отопления. Родители пока не жалуются, но факт остается фактом. Социальный объект, который по отчету городских властей должен был быть запитан еще 2 сентября, не подключен. Но при этом отопления нету? Пока нету. А что говорят, когда дадут? Пока неизвестно, не знаю. 15 числа сказали. Действительно, не исполнили, управляющая компания, может быть, действительно не исполнила распоряжение, если такое было. На самом деле, говорю, вот теплоэнергия, они сами сказали, что у них смена руководства идет. Вот именно отдела, где как раз по теплу. И за это войдет Каминка, сказать, поэтому не все сады подключены.
Другой социальный объект города – поликлиника номер 1 в самом центре Якутска. Также до сих пор не подключен к теплу. Объект на 100% готов к отопительному сезону, но отопления еще нет. По подаче отопления поликлиника готова 100%. Срок подачи отопления у нас зависит от погодных условий. То есть средняя суточная температура должна быть плюс 8 градусов в течение 3-4 дней. А вот школу номер 1 города Якутска только в пятницу после обеда подключили к теплу. Хотя в прошлом году отопление было подано уже 1 сентября. Как отметило руководство учебного заведения, чтобы младшие классы не мерзли, им приходилось самим подключать обогреватели. К теплу подключили сегодня, то есть 6 сентября. Но давление они пока дали небольшое, в зависимости от температуры на улице. Вообще-то отопительный сезон начался с 1 сентября. С начала учебного года. Со 2 сентября мы всегда подключаем обогревательные приборы, поэтому дети у нас не мерзнут. Хотя руководство города гордо било себя в грудь и отчитывало, что все социальные объекты 100% подключены к теплу уже со 2 сентября, но мы видим, что по факту это не так. Новые объекты, введенные только в этом году, также еще не имеют тепла. Например, школа АИК ИГАТА и детский сад «Цветик-семицветик» на 203-м микрорайоне. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая пауза, полминуты рекламы, затем вернемся, смотрите далее. Снизить риски травматизма на производстве. В Алроса продолжаются испытания средств индивидуальной защиты. Сюжет из Мирнинского района. Ожившие легенды Аланхо в Музее «Россия. Моя история» в Якутске проходит выставка картин якутского художника Тимофея Степанова в новом формате 3D. Чистые берега Дальнего Востока. Экологический марафон под таким названием состоялся в районе Якутска на полуострове Хатыстах и селе Пригородное. Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». Мы продолжаем. В Алроса продолжаются испытания средств индивидуальной защиты. На этот раз сварщики различных подразделений компании будут тестировать в производственных цехах сварочные маски. Подробнее в сюжете Иваны Филипповой. Испытать и подобрать средства индивидуальной защиты, которые помогут снизить риски травматизма на производстве. В Алроса была принята стратегия по обеспечению работников качественными СИС. На сегодняшний день более 40 предприятиям направлено приглашение. Те компании, которые изъявили желание, они приезжают к нам. Многие проводят презентации, рассказывают и показывают о своей продукции. Компания «Алватекс» на рынке больше 20 лет, предлагает широкий спектр средств индивидуальной защиты. Представители привезли 3 вида сварочных масок. Специально для работников компании провели презентацию. Знакомили сварщиков с техническими характеристиками своей продукции. Георгий Немцов первым будет испытывать сварочную маску «Кристалл», которая не имеет аналогов на рынке. Какие характеристики маски важны для сварщика? Защищенность глаз, то есть непосредственно сам светофильтр, как габариты маски, и получается удобство, легкость. Далее Crystals 2.0, будем пробовать, испытывать. Маски предназначены для защиты глаз и лица от попадания искр, брызг расплавленного металла и вредного излучения. Иногда сварщикам приходится работать в труднодоступных местах, поэтому легкость и удобство имеют особое значение. Были такие у нас моменты, когда мы привозим на испытания и там договариваемся с 3, например, родоуправлениями, чтобы они передали по цехам. И тот, кто первый получает эту маску, тот уже не хочет передавать ее дальше, потому что она действительно классная, качественная. 5 сварочных масок распределены по цехам Алроса. Работники компании будут тестировать их в производстве. После сварщики дадут свои оценки. По их результатам будет решаться вопрос о закупке данного товара. Ивана Филиппова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». 300 лет со дня основания визово-паспортной службы отметили работники отделов по вопросам миграции из Ленского района, передает Анна Кожевникова.
Волнение, гордость, осознание своей личной ответственности. Такие чувства в этот день охватывали собравшихся в зале районной администрации юных граждан России. Работники отделения по вопросам миграции свой профессиональный праздник решили организовать торжественное вручение паспортов. Уже удостоверять, что ты уже действительно личность, взрослый человек. Это очень важно, нужно каждому, я считаю. И нужно здесь нести его с достоинством. Свою историю это в данное время вновь подразделение МВД начало в Ленском районе в 1932 году с момента образования района. Как вспоминает бывший начальник паспортно-визовой службы, многие сотрудники отдали большую часть жизни службе в этой отрасли. Я службу в милиции в свое время начала в 1982 году именно с работы в паспортном столе. Тогда это называлось паспортный стол Ленского районного отдела внутренних дел. И начальником у нас была капитан милиции Бади Валентина Ивановна. Старший паспортист Закалюжина Ива Филипповна, ну никак нельзя не вспомнить их, да. Паспортистом работала Индеева Ульяна Михайловна. Трудностей в те времена было немало, ни о какой компьютеризации, единой электронной базе, конечно, еще не мечтали, а обязанностей при этом много. У нас вообще в милиции было очень мало транспорта, и мы вот при проведении рейдов по проверке паспортного режима, а это нужно было делать обязательно, значит, мы все время ходили пешком. Мы периодически выезжали в поселки. В поселковых отделениях тогда работали Корнилов Владимир Михайлович, начальник Пеледуйского паспортного стола, и Прокопьева Лидия Владимировна в поселке Витим, начальником паспортного стола. В начале 90-х паспортный стол переименовали в паспортно-визовую службу из-за новой функции поиска иностранных граждан на территории России. Также сотрудники этой службы долгое время занимались розыском алименщиков. И первая электронная районная база появилась именно у них. Если при паспортно-визовых службах не было иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации из зарубежных стран, их было очень мало, дальние зарубежье. А сейчас с распадом СССР начали приезжать к нам на работу либо на постоянное место жительства. Каждый инспектор, каждый специалист на своем месте. После очередной реорганизации в 2016 году в Ленском отделении из прежних сотрудников осталась одна Ирина Сафина. На ее долю выпало немало сложностей – обучить новый коллектив, сохранить качество работы и все это в кратчайшие сроки. Но она прекрасно справилась. Сегодня очередей за паспортами или оформлением гражданства нет. И документы выдаются в поставленные сроки. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Акция под названием «Живи лес» стартовала в Якутии. Проходят мероприятия по посадке деревьев, уборке леса и сбору лесосеменного сырья. Одними из первых акцию поддержали районные инспекции экологического надзора и лесничества Минэкологии Республики. Участие в акции могут принять все желающие. А в районе Якутска на полуострове Хатыстах и на протоке Петуховка в селе Пригородное состоялся экологический марафон под названием «Чистые берега Дальнего Востока». Он проводится в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», которая проходит в стране с мая по конец октября. В рамках этой акции проводится уборка от бытового мусора и древесного хлама территорий вблизи водоемов, также очистка русел и прилегающих акваторий рек. В прошлом году Якутия заняла лидирующее место по количеству участников этой акции. Это более 117 тысяч якутян. А с 2014 года в целом в ней приняли участие более 5 миллионов жителей России. В прошлом году 1 800 000 человек очистили 5300 водоемов в 85 регионах России. Объемы мусора, они в этом году уже не такие значительные, как в прошлые года. Это уже говорит о том, что люди немного меняют свое отношение в целом к проведению отдыха. То есть за собой практически убирают, но при этом все равно мы понимаем, что это вода. Когда вода прибывает, это у нас ежегодно происходит, она все равно приносит с собой мусор с верховьев реки. И в принципе вот этот мусор сейчас и убирается. Ожившие легенды Олонхо. В Музее России «Моя история» проходит выставка картин якутского художника Тимофея Степанова в новом формате 3D-маппинг. В чем замысел этой выставки, узнала Саргалана Федорова.
Перед глазами посетителей всего за пару минут проносится древний мир, якутская культура. С помощью высоких технологий можно погрузиться в героический эпос Аланхо, попасть из одного мира в другой и на выходе полностью осознать образ мышления и философию древнего якутского народа. На 16 экранах транслируется 15 картин. Герои живут, происходит постоянное действие. Все это очень интересно, красиво. К тому же все это сопровождается динамичной музыкальной композицией. Чтобы полностью погрузиться в мир Аланхо, можно скачать себе на телефон эту музыку, отсканировав QR-код. Произведения художника Тимофея Степанова вдохновили молодых музыкантов. Они написали треки к каждой картине. Мы использовали разные этнические инструменты, такие как хамус, крымпа, также записи онхосутов, записи шаманов даже в некоторых треках, чтобы максимально перенести зрителя и слушателя в мир Аланхо. Как и в Аланхо, зал разделен на 3 мира – верхний, средний и нижний. Автор этих уникальных произведений Тимофей Степанов был художником-реставратором. Картины он писал в свободное от работы время. Создал 300 полотен, посвященных сюжетам якутской мифологии. Картины не иллюстрируют какой-либо конкретный фрагмент Аланхо. Каждая из них – собирательный образ. Эта картина называется «Проклятые в Карамане». Караман – это место заблудших душ. Это близкое понятию к христианскому понятию ада. В этой картине показана в центре девушка, которая подсвечивается лунным светом. Она как укор тем людям, которые губят красоту. Познакомиться с якутской культурой через мифические образы с помощью высоких технологий можно до 22 сентября. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале и всегда будьте в курсе.